Ранее между собой команды встречались 18 раз. 6 раз победу праздновали игроки Терека, 4 матча завершились ничью, а 8 победой «Спартака». Первый гол сегодня был забит в ворота грозненской команды, но уже через 15 минут Адилсону удалось сравнять счет. Совершенно верно, но он тоже играл иногда и на позиции крайнего. Ох, какой гол! Адилсон сравнивает счет. Вот это удар! Немножко, по-моему, проспал Сергей. Счет на табло не менялся до конца первого тайма, по окончании которого главный болельщик Терека дал интервью каналу Матч ТВ. Рамзан Ахматович, как игра? Хорошая игра, яркая. Добрый вечер. Действительно, очень хорошая игра. Как всегда, с «Спартаком» мы хорошо играем. Я доволен игрой. И нам забили, и мы забили. Ну, я уверен, что сильнейший победит. Нравится, когда много голов, да? И на «Спартак» особенным образом настраивается и вы лично, и весь Терек, да? Нет, мы настраиваемся на хороших команд. А «Спартак» — это во всех смыслах этого слова, с историей, со всеми победами, очень сильная команда. И когда Терек не играет, мы иногда болеем за «Спартак» тоже. Поэтому мы настраиваемся хорошо. Для сильных команд сильно надо подготовиться. А слабыми мы так играем, как слабо. Мы же хотим быть в топе, пятерки, поэтому мы должны сильно играть. Кстати, насчет задач Терека. Терек каждый сезон порой показывает блестящий футбол, но вот новые и новые задачи болельщики-то ждут. Можно им пообещать, что будет бороться Терек за чемпионство, и для этого какие-то усилия? Нет, мы приложили все усилия, мы боремся за чемпионство. У нас хорошие очки, у нас есть очень хорошая перспектива. Мы и надеемся быть в лидерах, надеемся попасть в Еврокубки и играть, и выиграть. Поэтому задачи, интересы, у нас надежда, амбиционные. Я думаю, что Терек оправдает. И это не главное, что мы покупаем дорогих футболистов. У нас есть все хорошие, каждый персонально подойти, каждый футболист очень сильный футболист. Поэтому мы надеемся на них, и верим, и выиграем обязательно. Это была первая трансляция Матч ТВ из Грозного. Журналист поинтересовался у Рамзана Кадырова его мнением о новом телеканале. Уже интересно смотреть на Матч ТВ. И очень хорошая команда, профессиональная команда. Когда была трансляция из Казани, мы смотрели. Я хотел бы, чтобы Матч ТВ больше обратило внимание районы, города, не только Москва, Грозный, или несколько команд футбольных, или официальные чемпионаты, чтобы они больше давали стимул подрастающей поколению. У нас больше, самые лучшие наши ребята не могут достичь той цели, потому что на них не обращают внимания. Чтобы они больше внедряли свое направление именно в селы, города, такие глубь, которые есть в России. И тогда у нас появится больше интерес, и больше будет болельщиков, больше будет у нас просмотров, и уровень будет совсем другой Матч ТВ. Я знаю, что хорошая команда, эта команда будет все делать для того, чтобы наша молодежь, российская молодежь, чеченская молодежь, больше их будут показывать, они будут поддержать спорт, и они будут проявлять патриотизм, любовь к родине, и они будут прославлять нашу Россию. И еще, очень коротко, никакая трансляция без эмоций невозможна. Вы эти эмоции на последних минутах первого тайма опять подарили публике. Известно, что у вас есть микрофон? Да, вообще не у меня, у нас есть микрофон у стадиона. Многие могут к нему подойти, да? Любой может подойти, поэтому с удовольствием. Я хочу сделать вам небольшой подарок. У нас футболка, все-таки наша первая трансляция, Матч ТВ, и для всех. А если было бы фотографии Тинаты, вообще было бы хорошо здесь. Мы сделаем, сняли тоже. Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо. Второй тайм показал полное преимущество хозяев поля. К 80-й минуте грозненская команда обрадовала болельщиков одним из самых ярких голов 15-го тура. Подача Мбенгу, Мбенг бьет через себя. Феноменальный гол! Символично, что в прошлом сезоне футболист тоже принес победу своей команде, оформив дубль ворота «Спартака». Аза Исаева, Магомед Алмаркаев, Тамерлан Арсенкаев. Новости.